Джилур известен своими спортивными инициативами, регулярно проводя различные старты. Председателем клуба является марафонец Артур Корякин, за плечами которого выступления на множестве состязаний. Клуб «Джилур» существует с 1981 года. Мы проводим ежегодно по всем временам года соревнования. Сегодня соревнование называется «Осень-25». И он посвящен основанию города Якутск. Мы поддерживаем все возраста. И у нас есть участники очень возрастные, даже предусмотрено за 80. Выявление самых быстрых и выносливых проводилось в двух дистанциях – 5 и 10 километров. Бегуны были разделены на 12 возрастных групп. Так, самым юным участником соревнований стал Станислав Слепцов. 14-летний юноша регулярно занимается бегом и пришел на этот старт проверить свою текущую форму. Я сам занимаюсь спортсменом и пришел сюда подготовиться и соревнований, дыхалку, чтобы улучшить. Вначале слишком быстро пробежал, в середине чуть сложновато было. Ожидаемо, самые зрелищные забеги состоялись среди взрослых участников. Среди женщин по итогам напряженной гонки на дистанции 10 километров первую линию финиша пересекла Мария Иванова. Женщина призналась, что несмотря на то, что занимается бегом вот уже 10 лет, сегодня на победу не рассчитывала. К забеге я не готовилась. Артур Георгиевич, клуба «Джилур», руководитель, он проводит ежегодно данный забег, и не только, год 3-4 раза, по-моему. И каждый раз все равно морально я готова, могу сказать, что могу пробежать данный марафон. Я думала, наверное, не пойду на этот раз, Потом с утра встала, посмотрела на погоду, прямо захотелось. И победа над собой, скорее всего, потому что все равно же этот лень выходит, можно так сказать. И я победила себя, могу сказать так. Любители бега переходят в осенний сезон, который готовит новые старты, а значит и новые победы. Но следующий старт клуба «Джилур» состоится в первое воскресенье декабря. Тогда членов клуба ждет испытание не только функциональной подготовки, но и устойчивости к морозной погоде. София Мельникова, Семен Семенов, Якутск.